что, друзья, всем доброго, приятного вечера. Всем, кто сегодня пришел здесь, сразу заранее приятного аппетита. Меня зовут Макс Проперлов, я ведущий радио DFM Казань. И сегодня здесь не просто так, а для того, чтобы вместе с вами продегустировать новое меню Тугана Вылым. И если вы рады этому событию, то дайте аплодисменты, друзья, побольше. Спасибо, спасибо, это всегда приятно, но дайте раз в 100 больше аплодисментов тому самому человеку, который все эти блюда, которые будут готовиться при нас в настоящей печи, будет готовить и контролировать, а также рассказывать всем, как они правильно готовятся. Друзья, наш шеф-повар Георгий, ваши бурные аплодисменты. Человек, который о еде знает абсолютно все и то, как правильно смешивать, в каких нужных пропорциях. Он может вам не только рассказать, но я думаю, даже дать под запись. А лучше дать простажироваться здесь. Я знаю, что каждую среду, Георгий, вы проводите мастер-классы вместе с посетителями Тугана Вылым. Да? Здравствуйте, дорогие гости, спасибо, что пришли к нам все. Мы действительно каждую среду проводим мастер-классы. У нас идет мастер-класс от шеф-повара. И мы для вас готовим блюдо, которое у нас находится в основном меню. И именно вот это блюдо, которое мы в этот день готовим, оно является блюдо от шеф-повара. Мы очень рады видеть каждую среду, чтобы вы к нам приходили, смотрели. Вы можете интересоваться, спрашивать на любые темы, не только на то блюдо, которое мы готовим, любые другие продукты, которые вас интересуют. Получать информацию, смотреть, участвовать рядом с нами. Мы будем очень тоже рады, если кто хочет. А также мы в этот день дарим подарок от Тугана Вылыма, да, то, чтобы вы могли прекрасно провести этот вечер. И самое главное, все блюда, которые готовятся, вы дегустируете. Вот. И что хотелось сказать. Мы сегодня вводим обновленное меню, которое связано в основном с дровяной печью. Это с нашими традициями, да, которые у нас, с которыми мы живем всю жизнь, да. И мы сегодня для вас подготовили действительно 5 разных блюд, которые мы готовили в дровяной печи, потому что у них очень срок готовности немножко увеличенный. И сегодня мы о них вам расскажем и при вас приготовим. Те блюда, которые побыстрее готовятся, мы сразу вы увидите, которым нужно время, мы расскажем. Для вас сегодня будет утка, гусь, мякоть баранины. Мы сегодня приготовим садж азу, который будет в дровяной печи готовиться. Да? Также мы уже приготовили фаршированного судака, он будет со сливочно-горчичным соусом. И все это вы продегустируете. А также, пожалуйста, обновленное меню у вас на столе. Делайте заказы и дозаказывайте, что вам еще нравится. Спасибо огромное, друзья. Георгий Михайлович Тамразов, шеф-повар Тугана Вылым. Я думаю, что я хотел бы вам еще так сказать, что да, меня зовут Георгий Михайлович, но со мной работает Ахат, мой помощник Алмаз, который курирует сейчас все на кухне, и Мустафа. Все, и мы, и наши друзья, наши коллеги, наши друзья, можно сказать, как одна семья, мы для вас сегодня готовим. Георгий Михайлович, расскажите про атмосферу на кухне, потому что ни для кого не секрет, что если ты готовишь с душой, если ты вкладываешь частичку души в это блюдо, то оно становится вкуснее. Какие-то, может быть, у вас есть традиции, с которых вы начинаете свой трудовой день? Атмосфера у нас очень положительная, стабильная. Мы уже работаем 2 года, коллектив у нас стабильный. Честно вам признаюсь, не каждого мы принимаем свой коллектив, мы смотрим. Можем мы ему доверять? Нет. Все решения приносим все вместе, как, наверное, знаете, из «Рыцарей короля Артура» круглый стол. Садимся, обсуждаем, и каждый человек у нас, он индивидуально может высказать свое мнение. Но главное, мы все сосредоточены на том, чтобы мы готовили вкусно. И мой девиз здесь всегда для ребят, и ребята мне в этом поддерживают, что мы в ответе за тех, кого мы кормим. Почти как маленький прием. Я думаю, друзья, еще раз достойно аплодисментов эти слова, потому что главный ингредиент в любом блюде – это хорошее настроение, и сегодня мы будем принимать его в виде ваших аплодисментов. Перед тем, как мы перейдем к первому блюду, я бы хотел познакомиться с теми гостями, которые сегодня пришли к нам на презентацию нового меню. Я вижу, там у кого-то даже букет на столе, у вас какой-то праздник. Да? И это не секрет? Что за праздник у вас? Юбилей. Сколько? Опять 18, я вижу. А?
Отлично. Нет, я хочу вас спросить. По старой доброй традиции Тугана Улом мы всех, кто отвечает здесь, дергаем за уши посредством двигать близких людей. Вы готовы? Да? Окей, ну что, одной рукой бери ты, конечно, да, достаточно будет. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 18. С днем рождения вас от комплекса Тугана Улом. Спасибо. Ну что, прямо сейчас я предоставлю слово. Дорогие друзья, мы всех очень рады приветствовать в нашем комплексе, в нашем новом зале ресторана Туган Улом. Вот, мы очень хотим, чтобы вам было сегодня комфортно, тепло, уютно. Мы сегодня пригласили тех людей, которые близки нам, которые привозят к нам гостей. Вот, мы хотим, чтобы все вы сегодня искусили и попробовали новое меню от нашего самого лучшего в мире шеф-повара. Вот. Многие блюда мы и сами не пробовали, поэтому если что-то не так, вы говорите. Вот. А так, хочу пожелать вам всем хорошего вечера, хорошего настроения. Вот. Ждем вас в гости и приводите к нам гостей, которые приезжают в наш любимый город. Будем очень рады встретить всех и вкусно вас кормить. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые гости. Для меня большая радость приветствовать сегодня всех вас в этом красивом зале. Туган Улом — это сегодня, можно сказать, по-настоящему традиция родной деревни. Здесь живет душа, здесь целый комплекс услуг, которые позволяют раскрыть не только кухню, но и культуру татар, их быт. Вы можете познакомиться с ремесленниками, вы можете познакомиться со многими музеями, историческими артефактами, вы можете прогуляться по настоящей деревне в центре нашего города. И мы этим гордимся, и с другой стороны, это для нас большая ответственность. И вот в рамках культуры татарского села отдельное место занимает, конечно же, кухня. И мы здесь постарались создать такие условия, которые были доступны для наших предков. Это настоящая дровяная печь, душа и знания наших поваров. И благодаря работе всего коллектива нашего комплекса, дружной команды, мы можем раскрыть культуру еды татарского народа. Мы уже поставили не один рекорд именно в кухне. Это самый большой ишпичмак, самый большой кыстыбы и самый большой перемяч. Это как раз событие последнего этапа. И мы всегда культивируем национальную кухню. Помимо этого, у нас как раз благодаря сотрудничеству с Комитетом по туризму Республики Татарстан, Туристскому информационному центру, у нас реализуют здесь самое лучшее национальное кулинарное шоу, да, когда мы смотрим историю татар в фольклоре и при этом потребляем нашу национальную кухню. И мы дальше новый современный взгляд на историю татарской кулинарии и кухни. И желаем вам, друзья, насладиться этим временем, насладиться общением друг с другом и нашей программой. Добро пожаловать, друзья! Знаете, вот как раз Сергей Евгеньевич у нас забежал, да, то есть я хотел его пригласить как раз на эту сцену. Как раз в продолжении разговора я благодарю Сергея Евгеньевича вас за то, что вы выразили такое доверие нашему комплексу. И самое главное шоу татарское проходит именно здесь. И я хотел представить вам слово как идейного вдохновителя развития татарского туризма через развитие татарских корней. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые гости. Вообще надо сказать, что комплекс Туган Улом такая жемчужина Казани, жемчужина Татарстана. И туристы, не уезжая из центра города, могут окунуться в настоящую татарскую деревню.
Это очень важно, это очень здорово. И я благодарен ребятам за то, что они развиваются именно в этой концепции. Мы очень часто встречаемся, обсуждаем, что еще можно сделать. И вот те вещи, те рекорды, которые здесь происходили, это самый большой перемяч, и самый большой треугольник, да, и вот памятник вообще здесь очень Бишмаку есть. Это тоже уникальная такая штука, рядом с которой туристы очень любят фотографироваться. В общем, это на самом деле очень главное, это большая часть туристического предложения Татарстана. В одном месте собрано все, кухня, традиции, мечеть, баня даже есть, да, это здорово. Кухня великолепная. Поэтому я желаю ребятам, чтобы фантазия и идеи не иссякали, чтобы появлялись новые рекорды, новые объекты, новые вкусности. Ну и вот сегодня мы на таком прекрасном мероприятии присутствуем. Я думаю, что все будет замечательно, и туристов будет еще больше, они будут еще больше довольны. И вообще туристов у нас, у всех в Татарстане будет еще больше. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Спасибо за пожелание, спасибо за поддержку. Дамы и господа, спасибо огромное учредителям Тугана Улум. Это действительно было приятно слышать, что здесь всегда ждут, здесь всегда рады не просто красиво встретить, но еще и очень вкусно наготовить, и самое главное, с душой всем дать это продегустировать. Ну а прямо сейчас, в продолжении нашей официальной части, я приглашаю на эту сцену и слово предоставляю Ахмеду Садык Дуган, консул Турции, и Эркин Тукумов, консул Казахстана. Ваши бурные аплодисменты консулам, и слово для открытия также предоставляется вам. Добрый вечер, уважаемые участники, друзья. Я генеральный консул Казахстана в Казани, Тукумов Эркин. Для меня большая честь присутствовать на сегодняшнем мероприятии, в открытии такого великолепного комплекса. Я здесь первый раз, но мне уже здесь нравится. Сам интерьер, сама атмосфера. Все гости, которые приезжают из Казахстана, я в первую очередь веду татарский ресторан, потому что через татарскую кухню прежде всего начинается познание близкого нам и культурно, и исторического татарского народа. Поэтому я уже даже нашел в меню бишбармак, буду приходить сюда чаще. Поэтому поздравляю всех жителей Казани, всех жителей Татарстана, да и всех жителей России с таким великолепным открытием, с таким великолепным рестораном. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я генеральный консул Турции в Казани. Спасибо за приглашение. Я очень рад здесь. Я тоже сюда наши друзья, и я всегда мы поддерживаем идею больше туристов в Казани и в Татарстане каждый год. Поэтому я поздравляю вас и также сказать, что этот комплекс показывает культуру и традиции Татарстана и кухни татар. Поэтому спасибо за приглашение еще раз. Спасибо огромное, друзья. Это были консулы Казахстана и Турции. Ну а мы продолжаем дальше. Прямо сейчас мы перейдем к нашему основному действию внутри данной организации. И, например, первое блюдо. Первое блюдо, которое мы сегодня приготовили, у нас судак под сливочно-горчичным соусом. Второе блюдо, которое мы положили и готовим, это мякоть баранины, это лопаточная часть, вот, которая готовится просто с добавлением соли, перца на растительно-сливочном масле. Почему я готовлю на растительно-сливочном масле? И третье блюдо подготавливается сальш. Вот. Вот. Что такое? Вот почему на растительно-сливочном? Растительное масло наливаем, сливочное не подгорает. И оно уже какую-то прослойку делает, прослойку. И уже начинаем готовить. Вот примерно получается вот крупный кусочек. Который запекается в собственном соку.
Сейчас мы его накроем фольгой, чуть-чуть добавим бульончика, и он у нас протушится буквально минут 15, и будет полностью готов. От нуля. Вот такое мясо, видите, лопаточная часть говядины. Ее мы срезаем с туши. Георгий, расскажите, у поставщика у вас мяса или это секретная информация? Никакой секретной информации, абсолютно все открыто. Мы пользуемся Меркурием. Вот. Поставщики у нас в основном это фермеры. Практически на 90%, 90-95% мы работаем на местном сырье. Вот. И стараемся, чтобы к нам приходили целые туши. И, грубо говоря, вы здесь уже их освежевываете. Да, мы здесь их уже делаем обвалку, производим желудку, делим на сегменты и пускаем уже в реализацию. Каждый раз нам приходит все свежее, четко по регламенту, в течение 5 суток все проходит, если это касается определенных видов именно мясных пород, которые содержат белки. Вот. Овощи тоже приходят практически через день. Дамы и господа, это важно, потому что тенденция здорового образа жизни – это биологически чистые, биологически правильные продукты, приготовленные по всем канонам, если так можно выразиться, и приготовленные здесь с душой шеф-повара Георгия. Сейчас мы нарезаем лук, картофель. Это у нас гарнир идет мякоти баранины. И туда добавится у нас болгарский перец и кабачок. Цукини и кабачок это из одного семейства, да, только цукини это молодой кабачок, а кабачок это кабачок. Взрослый. Дамы и господа, все, кто хочет посмотреть за этим таинством приготовления первого блюда, можете подойти поближе к Для начала разогреваем сковородку и отправляем ее в дровяной печь. Это специальные чугунные сковородки. Девушки даже достали телефон, снимают, чтобы дома возможно повторить. Да, такое? Возможно ли приготовить это дома? Ну, если у вас, конечно же, есть печь. У вас есть настоящая печь? Уже нет? Ну, есть духовка, наверное, да? А в духовке тоже возможно, да? Конечно, все А в чем возможно. какое-то принципиальное отличие печи настоящей, да, от В основном это что? Это дрова, запах, это вкус, это то, что на открытом огне угли, да? То, что мы любим, там, когда жарим шашлыки, когда на дровах готовим блюда. Мы что же, например, в дровяную печь, абы какие блюда не приготовим же, абы какие дрова не положим, это что у нас, береза, там какие-нибудь фруктовые деревья. Для чего они кладутся? Чтобы придать определенные вкусовые ароматы, запахи. Нельзя сказать, что, например, то, что мы готовим на углях, это абсолютно полезно, потому что это все равно жарко, да? Самое полезное блюдо – это тушение. Вот то, что я сейчас обжарил, тушу – это самое полезное блюдо, да? Но факт в том, что в любом случае это более естественное, натуральное, без всяких примесей. Понимаете, все-таки газ – это газ, да? Электричество – это электричество, а чтобы некоторые добиться каких-нибудь вкусов, добавляют определенный ароматизатор. Это тоже присутствует. Сколько нужно обучаться в таком ремеслу, чтобы готовить в печи? Потому что, ну, как бы, в духовке все понятно. Сейчас можно посмотреть в YouTube, как готовят, да. Я не знаю, сколько надо обучаться. Сейчас очень много молодых ребят, которые быстро всему обучаются, да. Но я могу просто сказать про себя, да, что вообще в кулинарии, если взять мою трудовую книжку, 22 года. Если без трудовой книжки, то 16 лет. Первый мой рабочий график – это мясные обвалочные цеха, колбасные. Вот так дальше и пошел. А когда вы помните тот самый момент, когда вы поняли, что вот, готовить это мое? Или были какие-то пробы в других профессиях? Нет, такого не было. Я всю жизнь как бы с продуктами был связан. И сказать, что это мое, и я просто знаю, что это хорошо. Если мне... Вы знаете, скорее всего, лишь, наверное, это у меня от отца. У меня отец мариновал самый лучший шашлык. И с детства он меня учил. Наверное, вот так и получилось. Все-таки талант передается генетически. Наверное, скорее всего. Это здорово. Да. Второе блюдо. Так, у нас сейчас стоит с вами. Вот сейчас официанты могут разнести вам судака, которого мы приготовили. Второе блюдо у нас шазу и мякоть барашка готовится. И в конце мы закончим все утками и гусями. Много сегодня будет?
Ну, я нашел 5 блюд. Да. Не считая А так мы, бонусными. смотрите, сейчас мы запустили в новом меню, у нас есть гусиные потроха, куриные сердечко, бараньи у нас есть, тоже потрошки, которые очень много любят. Ну, так в основном кухня из традиционной состоит. И правильно консулы сказали о том, что когда они хотят показать гостям столицы весь колорит, всю кухню, то они будут приглашать сюда и приглашают по Варвару, это правильно. Это здорово. Я помню, мое тоже знакомство произошло лет 80 назад, когда я все время работал на госслужбе, и приехали гости из Москвы, и наш отпуск находился недалеко. И первое, куда я их повел, это было Туван-Авалон. И как бы с тех пор уровень Туван-Авалон растет и растет с каждым годом. И не зря сегодня мы все вместе собрались на презентации нового меню. Кстати, помимо нового меню, еще и произошло обновление зала. Да. Так говорят? Его сделали более традиционным, как бы, ну, приближенно к татарской избе. Ну, это что же приятно. Все-таки люди хотят прийти и отдохнуть, они хотят прийти и интерьер красивый. И когда они приходят сюда, они уже чувствуют какое-то определенное расслабление. И могут расслабиться. И это как-то вот как дома, ну, пообщаться с друг другом, не знаю, там, поговорить. Это же самое главное в этой жизни. Ну и подробнее об этом проекте, который также человек, который вложил душу в этот проект, это Зайдулина Чулпан, руководитель проекта нового зала. Я бы хотел прямо сейчас предоставить слово, чтобы она подробнее в деталях рассказала. Меня зовут Чулпан, рада представиться и рада приветствовать вас здесь всех. Сегодня в нашем зале присутствуют те, которые участвовали в создании данного проекта, начиная от идеи, от вдохновителей, также и реализаторов. Сегодня хочу представить вам нашего дизайнера Луизу. Луиза, пожалуйста. Это ее труд воплощен здесь. Мы постарались все до тонких деталей передать всю атмосферу в этом зале. Также у нас в нашем зале сегодня присутствует Евгений, тот, который нам декорировал печь. Это все выполнено из ручной работы, из изразцов. Евгений, расскажете немного, пару слов о технологии? Добрый вечер, друзья. Технология классического гипсового изразца здесь представлена, но гораздо интереснее история самого автора. Богдан Ратыш попросил посмотреть, что можно сделать, как украсить печь. И мой хороший друг Рахим Абиджатович, лучший, наверное, мастер в исламской скульптуре, орнаменте, согласился помочь и сделал эксклюзивные рисунки для этой печи. Нигде больше вы не увидите повторения того, что представлено здесь. И постарался максимально отобразить классический татарский орнамент и всю цветовую гамму. Каждая плитка — это отображение геометрического татарского орнамента, либо орнамента природного. И здесь, как в картине, можно довольно долго рассматривать каждый элемент, и каждый элемент имеет отсыл к какому-то моменту развития татарской культуры. Каждый изразец выполнен вручную, каждый изразец вручную расписан, смонтирован, и мы очень рады, что в таком замечательном интерьере нашло применение наше творчество. Спасибо. Спасибо большое, Евгений. В нашем проекте принимали участие очень многие, да, это и подрядчики, и строители, и поставщики, и свет, и звук, и все. И сегодня у нас присутствуют представители училища народных художественных промыслов, где все, что вы видите на стенах, все элементы декора, платья замечательные, все представлено нашими партнерами, да, это училище, соответственно, это и такой социальный проект
с техникум, мы смогли выкупить выпускные работы студентов данного техникума. Уважаемые друзья, действительно, вот когда зашли, мы посмотрели, увидели все те работы, которые наши студенты выполнили. Это Казанский техникум народно-художественных промыслов, который любит президент. Вот, и есть те работы, которые нам очень дорого, но мы пожертвовали, подарили именно татарские. Все же мы из деревни вышли, да, товарищи? Все уже мы, как говорится, знаем вот это вышивки, вот это оформление полностью. Так со вкусом, так красиво сделано. Мы постоянные гости ваши будем. Мы рекламировать, чтобы приходили, смотрели. Ну, и у нас еще татары есть. Пусть ночь не будет. Мы еще хотим вам подарить вот это прекрасное полотенце ручной работы. Все полотенца вот на стенах висят, это все наши работы. Поэтому давайте, еще здесь не хватает нашей сувенирной продукции. Вот это надо еще тоже организовать. И доступная сувенирная ручная работа и украшения. Видите, у меня здесь, мы же ювелиров готовим, мы народные промыслы, все направления. К нам все ходят учиться, и пенсионеры, и молодежь, и дети, и все. Поэтому мы ждем себя и будем рекламировать татарскую деревню. Туган ауылым, удачи, уңышлар, һәрберегезгә, үзегезнең татарлыгызның, миллилегегезне югалтмагыз. Чит илләргә чыкканда, алар безнең әйберләрне алып, кинәнеп, шатланып, һәм алар бөтен әйберебезне сатып алып калалар. Безнең Казанда да шулай булырга тиеш. Без үзебезнең милли рухыбызны аңыбызга кайтырга тиеш. Һәм үзебезнең милли әйберләр белән яшәргә тиеш. Милләтебезне саклый, менә шушы туган авылымның башында һәм ахырында милләтебезне саклап яшәйбез. Бик зур рәхмәт организаторам. Очень правильно сделали, очень хорошее направление, правильное направление. Удачи, уңышлар. Чтобы правильно применила. Вообще мы не могли оставить незамеченными всех тех, кто принимал участие. Кто-то смог прийти, кто-то нет. Но их благословение для нас было очень важно. Мы долго отрабатывали все технологические процессы и сегодня представили вам выточенное меню. Поэтому угощайтесь, наслаждайтесь, приятно проводите время и приходите вновь. Спасибо. Просто так. Это очень красивая площадка, и многие люди, не только которые приезжают сюда в город, но и казанцы приезжают для того, чтобы сфотографироваться или снять что-то для себя на память на этой площадке. Туган ауылым пошли дальше, и они не только сняли на этой площадке видеоклип, посвященный гимну Туган ауылым, но еще и сочинили гимн Туган ауылым при помощи всей той команды, которую я расскажу и представлю вам чуть позже. И на эту песню сняли клип Туган ауылым. Итак, друзья, если вы готовы, тогда внимание на экран.
değil Doğan oğlunun birge Ruhu satı Biz buldarabız Yeni şoğatı birge 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 этой песни и этого клипа. Во-первых, бурные аплодисменты автору слов этой песни Анне Поповой. Группе Болгар Козлары и команде, которая все это снимала и монтировала, студия Creative Sales. Ну что, вам слово, ребят, расскажите немного об этом проекте, как он пришел вам в голову и какие-то, может быть, интересные моменты были, которые во время съемок этого клипа. Друзья, всем здравствуйте. Ну, сейчас уже так заведено. Если заметите, что любые проекты, любые какие-то рекламные кампании напрямую начинают связывать с творчеством, да, много кто заметил, что какие-то новые компании, да, делают какие-то музыкальные проекты, вроде как реклама и музыка, да, совмещается. Видели, кто видел? Додо Пицца, да, сейчас все набирает обороты, музыка, бизнес, реклама, все начинает соединяться. Ну и здесь вот мы старались как раз создать тот самый проект, который соединил в себе и творчество, и бизнес, и хорошее настроение, да? Что могу сказать, что очень было интересно нам всем. Да, мешала погода очень часто. 3 дня мы сидели, ждали, дождь лил постоянно, думали, не знаю, когда снимем. В итоге, думаю, всем понравилось. Если не ошибаюсь. Кому понравилось? Поднимите руки. Спасибо! Может быть, пару слов Анна, да, как автор. Татар шәйтсен ярамансызлар. Минем өчен безнең туган авылым белән дуслык инде күптәннән бара, инде ул тупланган, шундай чын дуслык дип әйтә алам. Һәм минем өчен бу бик зур дәрәҗә иде. Нәкъ туган авылыма кимнең сүзләренә язу. Нәкъ миңа мөрәҗәгать иткәнгә. Белмим, сезнең карарыгызга булып чыктымы, булып чыкмаганмы? Аны инде тамашачы хәл итер, ләкин без бик тырыштык. Нәкъ менә туган авылым инде һәр кеше өчен үзенеке туган авылы. Менә һәр кешенең үз хатирәләре туган авылы белән. Менә шул хатирәләр белән, шул хисләр белән күрешергә һәрбер кеше минемчә менә монда шәһәр үзәгендә таба ала менә шул җирне. Һәм инде безнең шундый бер әйтим. Без үзебез алдында шундый максат куйган идек. Һәрбер кеше бу җырны тыңлаганда үзенең туган авылын искә алсын диде. Минемчә бу булып чыкты. Рәхмәт. Кызлар. Мы тоже очень рады были принять участие в этом проекте. Как-то так неожиданно получилось, но очень приятно. Спасибо за приглашение, за доверие. С Тугановым мы всегда дружны, всегда здесь выступаем перед гостями из разных стран, городов России. Для них всегда показываем фольклорную программу, татарскую программу. Конечно же, огромное спасибо организаторам клипа тоже. Кстати, вот наш клип тоже здесь снимали Берлиген. Тоже узнаете, наверное, любимые места, ресторан Тугановым. Процветания дальнейшего, хороших гостей. Чтобы все шло в гору. Бигзир Ахмед, спасибо огромное. Спасибо огромное всей команде, которая приготовила и воплотила этот проект в жизнь. Спасибо, проходите, присаживайтесь. Я вижу, что первое блюдо уже раздали. Георгий, расскажите, что сейчас происходит на нашей кухне? Сейчас вам выдаст вручить. Сейчас у нас уже подходит к концу сахар из 3 видов мяса. Вот. Туда мы еще добавили баранью почку. Мы его сделали с бараньим жирком, с овощами, абсолютно собственным таким вот картофелем.
И все это будет у нас в таком традиционном, как вы видите, все выложено на тарелку с подогревом и будет подаваться. Вот. И сразу следом идет мякоть барашка. Уже все готово. Сейчас гарнир заготавливаем и будем уже готовиться еще к одному блюду. Мякоть барашка это абсолютно традиционное блюдо, где подается с картофелем, луком, жареным тушеным, травяной печенью. Вы сами можете наблюдать. В данный момент это второй и третий получается. Следом у нас пойдет гвоздь и удочка, который уже подготовлен, уже туда тоже отправляется. Так, натуральной специей у нас является смесь трав и свежий чеснок. Сейчас увидите. Георгий, вот вы сегодня какой-то ваш фирменный секрет откроете всем тем, кто пришел на дегустацию обновленного меню? Фирменный секрет. Есть, да, у каждого гениального человека есть какой-то свой секрет. Но мы считаем, что вы гениальный человек, и, может быть, его откроете, какой-нибудь прям фишечку какую-то. Наверное, может быть, просто любить надо свою работу. Да, друзья, самый главный гениальный секрет от шеф-повара Георгия — это нужно любить то дело, которым ты занимаешься, любить свою работу. Да. Вот. Самое главное, что все вкусовые качества останутся натуральными, все будет свежее и прямо перед самой подачей. И начинаем уже выкладывать. Второй сделал, да? Георгий, вы не будете против, если под третье, второе блюдо Гульмарьям приправит его своим необычайным голосом? Очень буду рад за это. Тогда прямо сейчас, друзья, ваши бурные аплодисменты. Наша очаровательная сладкоголосая девица Гульмарьям. Встречаем аплодисментами и подписываем.
tuğan yok En güzel aziz yapan tuğan yok tuğan yok Jirjilekler pişke çok tuğan yok Aşağı kayınlığa tuğan yok Topana kungil topana aşkına Yasuana düz gena Oyunlakta jilek peşkene Gürelek düz gena Şişeklerinin indiği yok Tuğan yok Burşisle Allah gelle Tuğan yok Şol yaklarla bir kaynarak Tuğan yok Geçtiğinler bulmaz tesli Tuğan yok Topana kungil topana aşkına Yasuana düz gena Oyunlakta jilek peşken Figürelek düz gena Oyunlukta sayri taşlar Sayri taşlar Ertuktamı ezderip Özaklamı kaytaraman Darıp bulmaz ketterip Topana kungil topana aşkına Yasuana düz gena Oyunlakta jilek peşken Figürelek düz gena Oyunlakta jilek peşken Figürelek düz gena Topana kungil topana aşkına Yasuana düz gena Oyunlakta jilek peşken Figürelek düz gena Oyunlakta jilek peşken Figürelek düz gena Topana kungil topana aşkına Yasuana düz gena Oyunlakta jilek peşken Figürelek düz gena Oyunlakta jilek peşken Figürelek düz gena Спасибо огромное, это была Гульмарьям. Очень хорошо. Запара, как по-нашему? Запара, да, это такое слово есть. Для тех, кто не знает, что такое запара, это когда очень много происходит заказов. Волнуется. Каждый волнуется, переживает. Здесь волнуется, там волнуется. Ну, я думаю, ничего страшного нет. В любом случае, мы Сейчас у сегодня нас уже ушел все попробуем. Сейчас следом у нас идет мякоть баранины. Отлично. Тогда пока на кухне у нас происходит, как вы выразились, запара, мы разыграем приятные подарочки от Туган Авлуга. Мне нужно 3 человека, кто готов. Тимур, вы уже продегустировали что-то, да? Что это было? Пока только закуски давай. Кстати, вот про хлеб. Вот по поводу хлеба здесь отдельная история. Хлеб готовится прямо здесь, Туган Авлуг, и это хлеб ручной работы. Вот, поэтому, друзья, приготовлены. Ну что, пройдемте вместе с нами на вас-сцену, выходите. Кто еще готов принять участие в нашем добром детском конкурсе, связанном с радостью, как вы участвуете? Подарок в любом случае вы заберете. Привет, подбор нам приглашает. Залезать в печь с разбега, это нет, конечно. Это не по моей части. Ну ладно, тогда будет чисто суровый такой мужской конкурс. Расим, я приглашаю тебя. Да, выходи к нам. И, может быть, разбавим нашу мужскую компанию. Сам юбиляр. Давайте, проходите поближе. Так, эти перчатки можно, да, брать, Георгий? Да. Как мы начнем, давайте познакомимся. Карточку одевайте на правую руку. Вам и вам. Надевайте перчатку. Кто предлагает? Вот такой, друзья, сложный конкурс. Все, хорошо. Не лезет, да? Не ваш размер. На рукава больше. Итак, получите, пожалуйста, по луковице у шеф-повара.
Да? Возьмите луковицу. Георгий, мы можем у вас здесь луковицы? Можем. Можем? 3 луковицы. Мы вернем вам обратно, возможно. Нет, ну как бы нам не нужно. Тыптың қалған түнгі ауыл, ұйқлай ауыл сүнген ұлтын. Қайттым сен айылар ұзғаш, қатыр ойны кірмей йықыр. Су бойында ушақ яна, кем қабызған ұл ушақны. Түшсем әгер су бойына, даладың тұтмала шық. И следом за ним гусь. А может, и гусь будет первым. Кто-то уже может продегустировать блюда, которые попробовали? Я знаю, вот там у нас самые главные дегустаторы. Это СМИ, люди, которые попробовали, наверное, могут прокомментировать, рассказать. Пожалуйста, какое СМИ вы представляете? Худенькие. СМИ худенькие. Отлично. А какой СМИ? Журнал «Аграрные темы», изготовленный главный редактор. Сегодняшний вечер прекрасен, блюда все замечательные, все пропеченные, все очень вкусно, нестандартно. И я бы сказал, что стоит того, чтобы это пробовали. Рекомендуете? Я да. Отлично, что. Спасибо огромное вам за такую высокую оценку. Кто-то еще, кто-то хочет? Я с Хасанки здесь, с Татарстана. Баранина исключительная. Я баранину второй раз шикарно пробую. Вот рыбы не досталось. Рыба не досталась, не дошла. Окей. Рыба не дошла до сотрудников СМИ. Но я думаю... А, рыба не дошла? Не дошла, просто она вот... А, Госкомитет по туризму. Все понятно. Будете? А СМИ так и напишут, да. Комитет по туризму съел всю рыбу. Да, но поставил высокую оценку, я думаю, будет приглашать всех, кто будет приезжать сюда, в Россию, в Татарстан, в Казань, сюда, в Туханово. Спасибо, спасибо. Будет за послушать нашего очаровательного. Какой своя? Давай, давай, давай. Нет, нет, иди сюда. Давай,
Мариам, мы продолжаем. Так, друзья, вновь внимание на кухню. Меня зовут, здесь что-то будет сейчас интересное. Сейчас будет гусь. Сейчас будет гусь. Да. Отлично. И сразу же за ним утка. Утка. Логично. Логично. А за уткой? А за уткой заказы. Заказы принимаем на кухне, да? За свой счет, так сказать. Какие-то особенности при подаче утки есть? Как-то, может быть, бывает, вот я видел в ресторанах, как-то выносят там, вот это все дело, показывают. Вот, нет, на самом деле мы можем подать утку как угодно. Мы можем ее вынести, мы можем ее маслом расписать, потом, как говорится, вернуть, разобрать, прогреть, отдать. Это не важно. Но здесь самое главное, мы что хотим? То, что вот сразу вытащили, положили, приготовили и отдали. Вот. Так сказать, из-под ножа. Да. Кстати, меня сообщили только что, сегодня на все меню скидка не 10, не 15, не 20, даже не 30, а 50%. Поэтому, если кто-то не надегустировался, милости просим, заказы принимаем. Свою команду. Я могу только о ней сказать самое все хорошее.
все национальности. Сам я тоже, как говорится, несколько национальностей имею. Поэтому у нас действительно команда очень интернациональная. Это может быть для всех пример, что многоинтернациональная команда может вместе срабатываться и готовить все такие вкусности. Может, где-нибудь, когда-нибудь мы научимся жить мирно. Друг друга понимаем с полуслова. Но бывает все. И ругаемся, и спорим. Как в споре рождается истина. Но самое главное, действительно могу сказать, команда самая интернациональная. А бывает такое, что, допустим, кто-то вот из ваших коллег на кухне добавляет что-то из своего колорита? Бывает, почему я не запрещаю. И это очень даже хорошо. Каждый имеет право на самовыражение. Но если уже мое блюдо с моим рецептом, то, пожалуйста, не меняйте. Да, он может добавить свой колорит, но это будет уже его. Но мы так и говорим, что это его. Есть блюдо от шеф-повара. А есть блюда, которые люди вкладывают в свою душу, свои рецепты. И, ну, скажу так, что шеф-повар себе их не присваивает. Это главное. Расскажите о команде, о том, что было ли такое, что вы кого-то вырастили, какого-то вашего ученика, да, и он пошел дальше. Какие-то яркие примеры, которые у вас случились, или, может быть, ну, что-то такое, или, может быть, кто-то собирается? Нет, на самом деле я давно уже живу в Казани, и кто работал со мной в одной команде, уже многие и выросли, и дальше пошли. Некоторые даже не признают, что со мной работали, кто-то говорит спасибо, но такие случаи есть всегда, были и будут, и очень много. Это радостно, когда ученик заходит. Я рад, что кто-то меня превзошел, это даже радует, даже приятно. Это показатель вашего мастерства. Так, ну что, последнее приготовление. Это у нас утка. Это гусь. Это гусь. Да. Сразу видно, да? Кто работает на кухне, а кто вывозит все это вкусно. Это говорит утка, нет, это гусь. Поспорил повар с официантом. Так. Любая птица любит очень много фруктов. Мы обязательно в маринад добавляем грушу. Вот. Ну, делаем с черносливом, с яблоками, но также обязательно у нас идет груша. Вот такие блюда у нас на 4-5 человек, но я так думаю, наверное, это больше. Я погорячился, да? 4-5, наверное, больше. Ну, это как раз мы отправим слово СМИ. Да. Всем хватило. Может быть, у кого-то из гостей есть какие-то вопросы к шеф-повару? Если есть, задавайте. Да, и самое главное, вы заметите, мы в конце не добавляем. Мы добавляем кориандр, базилик розовый, чеснок, все в свежем виде. Чтобы давался запах свежести, да? Все. С Богом. Так, друзья, и точка пошла, и гусь. Ага, гусь. Утка. Да. И принципиальное отличие гуся от утки – нежности мяса. Да, нежности мяса. Это последнее, пятое блюдо. Это пятое блюдо, которое мы вам хотим дать сегодня на дегустацию. Вот. Что хочу от себя сказать. Огромное спасибо, что каждый из вас пришел к нам. Огромное спасибо, что продегустировал, попробовал. Добро пожаловать. Если понравилось, скажите. Если что не так, мы тоже выслушаем любое замечание. Но самое главное, что вы к нам пришли, и за это мы вас благодарим. Спасибо вам огромное, Георгий Михайлович. Эти аплодисменты, я думаю, по достоинству достаются вам и всей команде Туган Авалон. Вот, сейчас как раз всех продегустирует. Я тоже был очень рад присутствовать на сегодняшнем событии. Спасибо огромное, что позвали меня также вместе с вами провести этот вечер. Все заканчивается. Напоминаю, что сегодня в честь дегустации одного меню скидка 50%. И я думаю, мы этот вечер закончим вновь нашей сладкоголосой Гуль-Мария. С вами был Макс Прокопов, ведущий радио DFM, телеканал Эфир. Любите жизнь, чаще улыбайтесь и вкушайте правильную вкусную еду в Туган Авалон. Спасибо за вечер, друзья. Гуль-Мария завершает его.
не надо мне. Sine